Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении депутата, обвиняемого в организации заказного убийства. В Московском районном суде города Чебоксары присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении депутата, обвиняемого в организации заказного убийства. 42-летний житель города Чебоксары, являющийся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, обвинялся в совершении преступлений, в частности, организация незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, а также организация покушения на убийство по найму. Обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов также было предъявлено 30-летнему жителю Свердловской области. Судебное заседание проводилось с участием присяжных заседателей. По результатам рассмотрения дела вердиктом присяжных установлено, что подсудимый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они ранее являлись соучредителями двух коммерческих организаций, в связи с неоднократными конфликтами между ними с целью его убийства организовал в городе Чебоксары сбор сведений о его частной жизни. Указанную информацию он передал жителю Свердловской области, которому также предложил за вознаграждение совершить убийство данного лица. Вечером 25 декабря 2017 года в северо-западном районе города Чебоксары исполнитель убийства встретился с потенциальной жертвой, который сообщил, что получил заказ на его убийство от лица из ближайшего его окружения. Однако в случае передачи ему 50 тысяч рублей он не будет исполнять указанное поручение. В ходе разговора исполнитель заказного убийства в действительности не собирался отказываться от задуманного, а с целью облегчения совершения преступления стал заманивать потерпевшего в безлюдное место. В ходе ухода с центральной улицы потенциальный убийца произвел в жертву один выстрел из обреза находящегося при нем ружья. Однако промахнулся, в связи с тем, что его действиям помешали активные действия сотрудников Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Подсудимую вину в инкриминируемых им деяниях не признали. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе дальнейшего судебного заседания на основании вердикта присяжных заседателей, правильность которого в силу требований уголовно-процессуального закона запрещается ставить под сомнение, будет решен вопрос о квалификации действий виновных и назначенном им наказании. В Яльчикском районе прокуратурой пресечены нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. Прокуратурой Яльчикского района проведена проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района на предмет соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, в частности, исполнения требований об обращении с отходами производства и потребления. При проверке двух индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере производства мясной продукции, а также производства бетонных изделий, выявлены соответствующие нарушения. Так, предприниматели в нарушении требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов контейнеры для сбора отходов не были оснащены крышками, асфальтированная площадка под контейнерами не оборудована, договоры по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и производственными отходами отсутствовали. При этом производственная территория своевременно не очищается от накопленных производственных отходов, отсутствует, территория захламлена металлоломом. В деятельности двух предприятий района, специализирующихся по производству картофельного крахмала, разведению домашней птицы, установлены идентичные нарушения. По имеющимся нарушениям прокуратуры района в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях, в частности, от нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Виновные лица оштрафованы. В Новочебоксарске вынесен приговор по факту гибели человека от падения наледи с кровли жилого дома. Прокуратурой города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту гибели человека от падения наледи с кровли жилого дома. Главный инженер управляющей организации ООО УК «Жилфонд» обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пункта В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, это выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, которые повлекли по неосторожности причинение смерти человека. Судом установлено, что работниками управляющей организации, на обслуживании которой находился жилой многоквартирный дом номер 11 по улице Молодежная города Новочебоксарска, своевременно не были приняты меры по очистке снега, наледи и сосулек с кровли указанного дома. В результате указанных нарушений 27 февраля 2019 года с крыши жилого дома произошел сход снега и наледи, что привело к травме местного жителя, который находился поблизости. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, в
последующем через 1,5 месяца мужчина скончался в отделении реанимации Новочебоксарской городской больницы. В ходе следствия подсудимый признал вину в полном объеме. Приговором Новочебоксарского городского суда от 21 января 2020 года главный инженер управляющей компании признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил. Следует отметить, что уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России по Чувашской республике по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Новочебоксарска. В Чебоксарах бывший сотрудник исправительного учреждения направлен в колонию за получение взятки. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары в суде поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего сотрудника одной из исправительных колоний республики. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ и частью 1 статьи 286 УК РФ. Судом установлено, что летом 2019 года сотрудник исправительной колонии незаконно получил от заинтересованных лиц, действующих в интересах осужденного, содержащегося в учреждении, в общей сложности 55 тысяч рублей за пронос на территорию колонии мобильных телефонов. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом личности виновного, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его специального звания прапорщик внутренней службы. Приговор не вступил в законную силу. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту уклонения 35-летнего мужчины от административного надзора. Приговором Канашского районного суда 35-летний местный житель осужден по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Судом установлено, что подсудимый был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Ему были разъяснены порядок исполнения административного надзора и обязанность явиться в органы полиции по прибытии к месту жительства. Между тем, осужденный после освобождения из-под стражи неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере общественного порядка и общественной безопасности, допускал факты отсутствия по месту жительства в ночное время и неявки на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства. В судебном заседании подсудимый вину свою признал. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читал Николаев Антоний.